Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по факту убийства Натии Бахтадзе. Продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей режима пребывания на территории Абхазии. Уже третий день в столице периодически отключают свет. Почему, узнавали наши корреспонденты. В рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины со Дня Победы и независимости вице-президент Бадыр Гунба провел рабочее совещание по вопросу приведения в порядок мемориала Владислава Ардзинба. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Также планируется восстановить памятники погибшим защитникам в отдельных селах республики. В совещании участвовали министр культуры Даур Кови, дочь первого президента Мадина Ардзинба, руководство мемориального комплекса и Апснаргылара. Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении Цвижба Айнара Тамазовича по факту убийства Натии Бахтадзе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Следствием установлено, что Цвижба совершил умышленное убийство 28 июля в салоне автомобиля марки «Лексус» в городе Гал. Подозреваемый сознался в содеянном и заявил, что тело девушки утопил в третьей перепадной ГЭС на реке Ингур. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению убитой. Поиски ведут спасатели МЧС и сотрудники силовых структур. На месте, указанном подозреваемым Айнаром Цвижба, работают водолазы. Подробнее в материале наших коллег из Галмедиа. 3 августа в 4 утра для поиска пропавшей 28 июля Натии Бахтадзе был произведен сброс воды из Галского водохранилища. С утра из Сухума сюда прибыла команда из опытных водолазов МЧС Республики Абхазия. На место трагедии прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, глава администрации Галского района Константин Пилия, сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии Галского РОВД, службы государственной безопасности, подразделения МЧС Галского района. Поиск ведется в месте, указанном подозреваемым в хищении и убийстве девушки Айнаром Цвижба. Весь день поисков с раннего утра на месте находится и глава администрации Галского района Константин Пилия. Как только поступила вот эта трагичная информация, наши службы своевременно и одновременно сработали. Молодцы, проведен был весь комплекс мероприятий. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Все юридические процедуры были выдержаны, это было при адвокате. Указал место. Вот сегодня с рассветом при поддержке руководства Ингургэса, в частности Левана Гулливеровича, была приостановлена малая генерация. Тут у нас в Гале увеличена там выше, которая, что дало возможность перекрыть канал, осушить его и провести все разыскные мероприятия. Вот сегодня с рассветом подозреваемого тоже привозили, он указал место, где это произошло, где он совершил поступок. И вот в результате всех поисковых мероприятий с привлечением водолазов по оба берега канала прошли с людьми, всеми спасателями, и мы все смотрели. Но тела найдено не было. Скорее всего, предполагаем, что тело может быть в море. Эти поиски в акватории будут продолжены, мероприятие будет продолжаться. По словам начальника РОВД Галского района Беслана Жваня, в поисках пропавшей девушки задействованы 15 экипажей, которые распределились по командам вдоль канала до села Приморск, вдоль берега моря в направлении реки Ингур и по берегу по направлению города Чемчира. 3 экипажа водолазов работают в городе Гал на 3-й перепадной ГЭС. В поиске применяется специальный дрон. Нана Абшилава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа. Сотрудники МВД проводят рейды по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих режим пребывания на территории республики. Было установлено 18 правонарушений. Подробности в материале пресс-службы ведомства.
В результате проведенного рейдового мероприятия, направленного на выявление административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия, сотрудниками Управления общественной безопасности МВД и МОБ УВД по городу Сухум установлено 18 правонарушений. Иностранные граждане, проживающие на территории республики в нарушении законодательства Абхазии, были доставлены в столичное управление внутренних дел, где в отношении последних составлен административный материал. В Абхазии наблюдается достаточно выраженный рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на главного санитарного врача республики Аллу Беляеву. Так, за 7 месяцев коклюш был подтвержден у 61 человека, у 56 детей и 5 взрослых. Коклюш – это тяжелая детская инфекция, которая может привести к летальному исходу. Поэтому главный санитарный врач обращается к родителям с просьбой прививать детей. Также Беляева рассказала о заболеваемости кишечными инфекциями. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Сухуме – 1426 человек, 1119 из которых дети. В это число входят и пациенты из других районов, так как Сухумская инфекционная больница работает как республиканская. При лабораторных исследованиях чаще всего пациентам диагностируется ротавирус, на втором месте норовирус и астровирус. Беляева сообщила, что 1 августа была поставлена проба морской воды. Вирусы не обнаружены. Поступления налоговых платежей в бюджет Абхазии за июль текущего года составили 558,2 миллиона рублей при плане 478,5 миллионов рублей. Выполнение составило 117%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. За 7 месяцев при плане в 1 миллиард 942,2 миллиона рублей в бюджет республики поступило 2 миллиарда 451,9 миллионов рублей. Налоговых платежей выполнение 126%. Министр туризма Абхазии Тимураз Хишба в качестве почетного гостя прибыл в Минск на игры стран СНГ, сообщает пресс-служба Минтуризма. Республика Беларусь придает большое значение развитию сотрудничества в сфере туризма и спорта, а также укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран. Торжественные церемонии открытия и закрытия игр запланированы на 5 и 13 августа. В Республиканской детско-юношеской школе борьбы и тяжелой атлетики впервые за послевоенное время ведутся ремонтно-восстановительные работы. На эти цели правительство выделило более 3 миллионов рублей. С инспекцией школу посетил министр просвещения Налгаблия. В одном из залов уже приступили к замене напольного покрытия и укреплению стен. Планируется полностью обновить спортивный ринг. Для себя, может быть, не знаю, хотел понять, сколько требуется денег, чтобы сделать вот такой ремонт. И для себя вывел какую-то сумму, пригласил людей. Пожалуйста, говорю, друзья помогли, составили смету и так далее. И я вот с этим Геннадий Соломонович одобрил, он говорит, действуй дальше. Вот эта школа, которая воспитала не одно поколение мастеров спорта международного класса. Именно вот эта школа, Республиканская детско-юношеская спортивная школа, воспитала немалых чемпионов. И чемпионы Кубка СССР, кто выигрывал, мастера спорта международного класса, вот такие у нас выходцы с этой спортшколы. Что по борьбе, что по тяжелой атлетике, что по самбо, по дзюдо и по вольной борьбе. Излюбленное место жителей и гостей столицы и главная достопримечательность – Сухумский ботанический сад. Сейчас в саду период цветения редких уникальных растений. Каких, расскажет Алика Трапш. Сухумский ботанический сад – один из самых красивых и посещаемых достопримечательностей Абхазии. В саду собрана огромная коллекция уникальных растений со всех уголков земли. Сейчас в саду период цветения канны гибридной, агапантуса зонтичного, рудбекии и других не менее красивых растений. Сухумский ботанический сад – один из старейших на Кавказе. До начала Отечественной войны народа Абхазии здесь было собрано около 5000 видов, форм и сортов растений со всего земного шара. Но во время войны саду был нанесен огромный ущерб. На его территории упало более 100 снарядов. А после обстрелов полностью исчезли собственные сорта цветочных культур. Погибли 90% растений закрытого грунта, 80% травянистых растений. В настоящее время в Сухумском ботаническом саду произрастают чуть более 4000 таксонов растений. В основном специалисты делают акцент на выращивании редких, малораспространенных в Абхазии видов.
Вот один из ярких примеров – растение, которое называется белоперонная капельная. В основном она везде культивируется как комнатное растение. Но вот у нас хороший опыт выращивания в открытом грунте. И впервые вот она так массово зацвела, и мы можем уже ее показать посетителям. Также редкое для Абхазии растение лиатрис колосковый, который практически не требует больших усилий для выращивания, но в декоративном садоводстве Абхазии мало используется. Мы имеем опыт его культивирования и предложения для того, чтобы рекомендовать в производство для оформления. Еще здесь хорошо представлена коллекция гибридных лилейников. Сотрудниками Института ботаники удалось восстановить 2 авторских сорта, выведенных до войны именно в Сухумском ботаническом саду. Это сорт «Триумф» и другой сорт с пестрыми листьями. Это выведено Турчинской Татьяной Николаевной до войны. У нас вообще собственных было 12 сортов собственной селекции, которые получили утверждение на сортоиспытание. Но, к сожалению, война и распад Советского Союза прервал эту работу еще больше. Есть, к сожалению, они не сохранились после войны, но есть собственные сорта ботанического сада ирисов и хризантем. Это Татьяна Андреевна Чочо занималась ирисами, а хризантемами Вицелина-Колоковская. Это вот именно выведенный в Сухумском ботаническом саду. Сейчас то, что еще цветет, вот, значит, агапантус, это вот мы уже говорили, редкие растения. Не то, что редкие, они очень... Сейчас у нас в ботаническом саду не редкие, но за пределами сада они практически не встречаются. У нас только что отцвела альстромерия, но у нас очень хорошо она представлена, разные сорта. В основном ее все знают только в букетах или в теплицах, а у нас она в открытом грунте прекрасно себя чувствует, обильно цветет. У нас хорошая коллекция гортензий. Вот нам недавно из России подарили 40 сортов новых совершенно из европейской селекции, которой у нас не было. Они, к сожалению, тоже уже сейчас отцвели. В Сухумском ботаническом саду богатая коллекция водных растений. Всего 5 бассейнов. 3 с зимостойкими кувшинками, которые круглый год в открытой воде. И 2 бассейна с тропическими кувшинками, которые на зиму убирают в теплый бассейн с подогреваемой водой. Сейчас есть 25 сортов кувшинок. Все они распускаются в разное время суток. Посетители Сухумского ботанического сада не скрывают восторга от разнообразия представленной флоры. Я здесь была больше полувека назад. Честно сказать, сегодня как по новой хожу. Действительно, очень понравилось. Очень понравилось оформленные водные растения. Красиво всяко. Да, честно говоря, все понравилось. Я здесь впервые. Я вообще люблю всяческие ботанические сады, дендрарии. Мне всегда и все нравится. В довоенные годы существовал обмен между всеми ботаническими садами мира, и Сухумский ботанический сад мог передавать и получать растения. Сейчас же коллекция сада пополняется благодаря российским коллегам. Заняться селекционной работой возможности нет из-за отсутствия питомника парникового хозяйства. Но несмотря на это, руководство и сотрудники делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить уникальную растительность Сухумского ботанического сада. Аля Катрапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В эти дни в столице периодически отключают свет. Причина – расчистка трассы от веток деревьев. Работы проводят специалисты СУЭС совместно с МУП благоустройства администрации города Сухум. Зачем нужно обрезать деревья и когда эти работы будут завершены, узнавала Лаура Капш. Вот уже 3 дня, как специалисты СУЭС совместно с МУП благоустройства администрации города Сухум проводят плановые ежегодные работы по обрезке деревьев. До начала работ провели обход линий, после чего составили график и уведомили население об отключениях электроэнергии. Мы не можем не проводить эту работу, потому что у нас климат такой, что растут растения довольно-таки интенсивно, тем более такие, как камфорное дерево, платан, акация, шелковица. Работы выполнять в темное время мы не можем, потому что это не связано с сплошной валкой в деревьев, как это возможно осуществить где-то вне городской черты, а именно мы проводим обрезку щадящую, связанную это все с работой спецтехники, это автовышка бывает, кран, если где-то нужно снять массивные ветви деревьев, поэтому приносим извинения за представленные неудобства, понимаем, лето, жарко,
у кого-то магазин, у кого-то пекарня, но мы вынуждены проводить эту работу. На сегодняшний день обрезка уже проведена на улице Надзадзе от поворота в Старый поселок до базы Сухум, на улице Агарба в Новом районе, 30 сентября, частично улицы Дзидзария. Сегодня работы проводились по улице Бегуа, и поэтому была прекращена подача электроэнергии на прилегающих территориях – улицах Почтовая, Железнодорожная, Ишерская, конечно, Бегуа и частично на проспекте Мира. И вот сегодня мы ведем работы по улице Бегуа. Да, у нас проблемный участок, потому что кроме того, что интенсивный рост произошел растительности, у нас еще и на этом участке оголенный проводник, то есть голый провод, который при малейшем ветре, при касании к деревьям линия отключается, и население остается без напряжения до тех пор, пока ее не включат повторно. Также в места касания подвергаются еще и воздействием электрического тока при коротком замыкании, что приводит к порче самого проводника, и в этом месте в дальнейшем происходят порывы проводов, что также приводит к более длительному обесточению. Во время обрезки встречаются и редкие деревья. Чтобы они не пострадали, привлекают специалистов управления благоустройства. После работ ветки и листва убираются и вывозятся на специальной технике. Обрезка деревьев проводится в городской черте. Есть редкие деревья краснокнижные, поэтому мы просим нам помочь наших коллег из благоустройства для того, чтобы это сделать грамотно, правильно и с наименьшими неудобствами для населения. Работы по обрезке деревьев будут проводиться на разных участках. Их планируют завершить в конце недели. На завтра у нас запланирована работа в районе площади Свободы, сгоревшего Совмина. Значит, по улице Айтгалара, по улице Басария Гулия. В первой половине дня, да, тоже будет обесточение прибрежной части, но мы просим отнестись с пониманием, потому что это работа текущая, связана она с работой не только с УЭС, но и с возможностями благоустройства, потому что у них тоже в летний период большой объем работ. Ребята нам помогают, идут навстречу, за что им отдельное спасибо, предоставляют специалистов. Вот такую работу мы проводим. Работы по обрезке деревьев проводятся за счет средств СУЭС. На эти цели выделено 100 тысяч рублей. Лаура Капш, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Итак, СУЭС доводит до сведения потребителей, что 4 августа с 10 до 14 часов будет прекращена подача электроэнергии на улицах проспект Леона, Пушкина, Лакоба, Академика Марра, набережная Махаджиров. Напоминаем, что отключения связаны с расчисткой трассы от деревьев. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 4 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночи плюс 18-23, днем 25-30. Температура моря плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.